Якутская городская дума является представительным органом городского округа город Якутск, состоящим из 30 депутатов, осуществляющими свои полномочия в соответствии с уставом городского округа город Якутск и настоящим регламентом. Деятельность Якутской городской думы основывается на принципах коллегиальности в обсуждении и решении вопросов местного значения городского округа, подотчетности и подконтрольности только населению города, гласности, законности, широкого привлечения граждан к управлению общественными делами, постоянного учета общественного мнения и личной инициативы депутатов. Основной организационной формой деятельности Якутской городской думы является сессия. Сессия состоит из заседаний Якутской городской думы, президиума и постоянных комиссий. Депутаты 4-го созыва Якутской городской думы провели за 5 лет 49 сессий. В ходе заседания 48-й очередной сессии Якутской городской думы было рассмотрено и принято 10 вопросов. Депутатами были приняты изменения в устав городского округа город Якутск. Теперь полномочия по организации и проведению выборов и референдумов муниципального уровня переходят на территориальные избирательные комиссии. Изменения, предусматривающие упразднение института избирательных комиссий муниципальных образований и другие изменения, предложено внести в устав городского округа город Якутск с целью приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Каждое структурное подразделение окружной администрации работает на основании какого-то нормативно-правового акта. В основном это положение о деятельности той или иной комиссии или департамента. И, конечно, изменения действительно вносятся, потому что, наверное, жизнь сама предлагает вносить какие-то изменения, чтобы была более четкая работа этих департаментов. Все изменения, которые вносятся в какие-то положения или в какие-то нормативно-правовые акты, которые принимает Якутская городская дума, я считаю, что два направления. Одно – это приведение в соответствие с федеральными документами. И второе направление, главное, это, конечно, улучшение жизни горожан, да, чтобы было более понятно, чтобы горожане знали, куда обращаться, и чтобы решения принимались более четкие, конкретные, конечно, на благо города. В рамках заседания сессии депутатами были рассмотрены и приняты вопросы о внесении изменений в нормативные правовые акты. Положение о бюджетном процессе в городском округе город Якутск, правила землепользования и застройки городского округа город Якутск и положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа город Якутск, а также в положении о департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска, согласно которому вводится институт предостережения. Мы более чем уверены, что простые граждане, предприниматели, руководители хозяйствующих субъектов всех уровней в большинстве своем законопослушные граждане, которым объявление предостережения о недопустимости нарушений будет более чем достаточно, чтобы осознать и не допускать нарушений в области благоустройства. Затянувшаяся весна этому свидетельствовательно доведу до вас информацию следующего характера. В период 23 года, а именно март-апрель, в органы прокуратуры республики нами направлено 47 ходатайств просьбой о разрешении проведения контрольно-надзорных мероприятий. Речь идет при отсутствии такого инструмента, как предостережение, о котором мы сейчас говорим. По 13 ходатайствам, из них и по 13 прокуратура удовлетворена, сейчас проводились контрольно-надзорные мероприятия. Остальные 10 находятся в рассмотрении. 24 отказа. 24 отказа. Таким образом, принятие данного проекта и его дальнейшее применение на практике позволит сократить количество обращений управления муниципальных инспекций органов прокуратуры с ходатайством о согласовании проведения контрольно-надзорных мероприятий, соответственно, позволит сократить без того раздутое бумаготворчество, в то же время позволит сохранить драгоценное время для более плодотворной деятельности управления в целом и в конце концов позволит неукоснительно соблюдать требования федерального закона номер 248, как отмечено выше, по приоритете профилактических мероприятий. Был
рассмотрен отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Якутск за 2022 год. Отчет был принят депутатами единогласно. Председатель контрольно-счетной палаты города Якутска Виктор Ушницкий предоставил характеристику результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В ходе проведенных проверок установлено 437 случаев нарушений и недостатков в деятельности 64 объектов проверки на общую сумму 416 миллионов рублей. В структуре общей суммы нарушений и недостатков, как и в предыдущие годы, основную группу составляет неэффективное использование средств, или на сумму 146 миллионов рублей, и 87 случаев нарушений ведения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 76 миллионов рублей. За 3 последних отчетных года намечается тенденция уменьшения суммы нарушений при формировании и исполнении бюджета. Так, в 2022 году такие нарушения выявлены на 60 миллионов рублей. Нецелевое использование средств составило 38 миллионов. В случае нарушений в сфере управления распоряжением муниципальной собственностью установлены порядка 45 миллионов рублей. В сфере закупок в основном у нас всегда выявляются нарушения 44-го ПЗ, порядка 57 миллионов рублей. Общая сумма нарушений недостатков, подлежащих устранению, составила 70 миллионов рублей. Основными причинами нарушений недостатков в деятельности проверенных объектов является несоблюдение требований законодательства должностными лицами и недостаточный внутренний контроль при использовании бюджетных средств. Поэтому при проведении мероприятий внимание уделяется не только количеству и сумме нарушений, но и анализу слабых сторон в управленческих процессах, которые привели и могут привести к нарушениям, а также на выявление проблем на нормативно-правовом регулировании. Далее коротко остановлюсь на направлении контроля мероприятий для основных финансовых нарушений и недостатков. Депутаты задавали вопросы о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и внесли свои предложения в работе деятельности контрольно-счетной палаты города. Отчет контрольно-счетной палаты, он, наверное, всегда интересен, и всегда люди с удовольствием слушают, даже не с удовольствием, с интересом, потому что контрольно-счетная палата проводит контроль за деятельностью окружной администрации, структурных подразделений, за теми, скажем, контроль за средствами, которые выделяются на те или иные мероприятия, на работу программ из муниципального бюджета. Сегодня из отчета мы услышали о тех нарушениях, которые были допущены сотрудниками окружной администрации за 2022 год, о мерах, которые были приняты. Этот вопрос, он всегда такой, скажем, живое обсуждение. У нас очень обсуждался он и во всех комиссиях Якутской городской думы. Сегодня был вынесен перед всеми депутатами, отчет был принят. Были некоторые пожелания контрольно-счетной палате. Надо сказать, что в последнее время они очень активно стали сотрудничать со счетной палатой нашей республики. Это, конечно, такой очень позитивный момент. И учитывая это, сегодня контрольно-счетная палата может принимать участие уже и в проверках, где выделяются средства и из регионального бюджета, и из федерального по поручению счетной палаты нашей республики. В ходе заседания 48-й очередной сессии Якутской городской думы были рассмотрены и приняты следующие вопросы. О присвоении имени Владимира Петровича Бессонова улице в селе Пригородной городского округа город Якутск, об установке мемориальных досок Лыткину Николаю Николаевичу и Местникову Ивану Ивановичу. Рассмотрены наградные вопросы о награждении знаком отличия за вклад в развитие молодежной политики города Якутска. Конечно, я живу долго в этом городе, и я считаю, что я хорошо знаю город, поэтому многие люди, конечно, мне знакомы. Например, Местников Иванович, когда он был министром здравоохранения, он действительно очень много сделал для улучшения здравоохранения. И я, когда работала заместителем главы, курировала здравоохранение, очень тесно работала с нашими главными врачами и слышала, насколько они с уважением относились к этому человеку и насколько он действительно сыграл важную роль в развитии системы здравоохранения для нашей республики. Состоялось заседание 49-й внеочередной сессии Якутской городской думы. В ходе него депутатами было рассмотрено и принято 4 вопроса. Депутатами было принято решение об установке мемориальной доски Филиппову Василию Васильевичу в городе Якутске по адресу проспект Ленина, дом 22/1. Василий Васильевич Филиппов является видным государственным деятелем Республики Саха-Якутия.
Согласованы кандидатуры для награждения знаком за заслуги перед Якутском. Наградить знаком за вклад в развитие социальной защиты населения города Якутска Сыромятникову Анну Егоровну, начальника отдела по делам инвалидов, Управление социальной защиты населения и труда города Якутска. На 49-й внеочередной сессии рассмотрен вопрос прекращения полномочий депутата Якутской городской думы по единому избирательному округу Ольги Николаевны Саргыдаевой в связи с отставкой по собственному желанию. Причина тут просто очень, скажем, по собственному желанию я ухожу. Это связано с тем, что у партии «Справедливая Россия», партии «Справедливая Россия» поставлены другие задачи передо мной. И 9 июня должно быть рассмотрение вопроса в Государственном собрании. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать мое заявление. Я понимаю, что с вами мы с некоторыми не раз разговаривали, с некоторыми мы первый раз работаем вместе и надеюсь на ваше внимание. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов от имени депутатского корпуса поблагодарил Ольгу Николаевну за совместную работу во благо родного города и вручил почетную грамоту Якутской городской думы. При этом отметил ее активное участие в деятельности представительного органа города Якутска и за вклад в социально-экономическое развитие городского округа город Якутск. Ольга Николаевна от лица себя лично, сотрудников структурного подразделения окружной администрации, подведомственных учреждений, выражаю вам благодарность за плодотворную работу в качестве депутата Якутской городской думы, также в качестве председателя комиссии по имущественным и земельным отношениям. Это наиболее ответственная и сложная комиссия, которая есть не умаляет других. Хочу поблагодарить вас лично за вашу принципиальную позицию во время работы депутатом, в отстаивании интересов вопросов ваших избирателей. Как профессиональный депутат вы отлично справляетесь со своими задачами. Желаю вам успехов в новом направлении вашей работы. Хочу еще раз пожелать вам успехов на новой работе и благодарность за вклад в ваше развитие в течение 200 лет в развитие вашего родного города, в оправдание голосов ваших избирателей. Спасибо вам большое. Ольга Саргыдаева в Якутской городской думе возглавляла постоянную комиссию по имущественным и земельным отношениям. Была депутатом Якутской городской думы 3 и 4 созывов.